Как театр начинается с вешалки, так и Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов или ТИКОПР начинается с отдела технологий. Именно здесь идеи воплощаются в реальность. Среди разработок нет второстепенных, но сегодня на первом плане наше черное золото – уголь. Научный сотрудник Шалбан Салдуб знает о нем все. Он уголь растворяет и путем химических процессов получает порядка десятка соединений, которые можно использовать в самых разных отраслях. Один из самых ценных продуктов – каменная смола. Его раньше из каменной смолы делали моторное топливо, бензин, а потом уже, когда пришел нефть, то уже как бы забыли об этом. Но нефти осталось по подсчетам на 50 лет. Но об этом говорили еще 20 лет назад еще. А до сих пор вот. А вот угля на несколько сот лет осталось. Ее можно использовать тоже так же. Вот. Из них можно очень многие химические продукты можно получить. Пластмасса, красители, много чего можно получить. Лекарства. Исследование углей Тувы – это изучение их свойств и превращений, поясняет ведущий научный сотрудник Любовь Тазол. Простыми словами, получение высокомолекулярных жидких продуктов, из которых, в свою очередь, можно выработать много ценной химии, а остаток использовать как экологическое топливо. То же самое с завалами вскрышных пород угледобычи, с отходами туа-кобальта и туа-асбеста. Получается экологически хороший материал керамическое топливо, потому что он вреден содержанию мышьяка, но там предварительно уже как бы извлекли и перевели мышьяк в такую форму, которая при долгом контакте с водой и так далее не вымывается. То есть гигиенические нормы будут соблюдены. Очень из отходов комбината туа-асбест тоже рассматривают. Тоже исследуют, из них можно получить оксид магния, оксид кремния. Это материалы, которые широко используются в промышленности, и они востребованы. Прошлый год для нас был результативным. Отработано 6 базовых проектов, поделились ученые. Один из них – оценка в динамике и в разрезе рисков приграничного региона, объединяющая экономику, экологию и социальное благополучие населения. То есть в институте наряду с природным изучается капитал человеческий. В том числе и проблема того, что за 10 лет на 40% выросло количество молодежи, которая после вуза не планирует возвращаться в республику. Это, наверное, такой сигнал о том, что мы, лет через 5-7 мы можем этих специалистов недополучить. Ну и другая сторона тоже этого процесса есть. Это получается, наши дети, вот наши выпускники, они настолько в себе уверены, они социализируются так хорошо и спокойно, что они могут выехать за пределы и там остаться жить, работать. Это тоже хорошее, то есть это другая сторона как бы вопроса. Наши дети, и вот они воспринимают наше пространство, российское пространство, как свое, не чужое. То есть это выезжают, спокойно могут там остаться жить, как одна большая страна, родина. В науке нет места однобокости, и минус при должном подходе можно превратить в плюс, уверены ученые. Под таким же лозунгом сейчас они работают над глобальным проектом по изучению объемов поглощения парниковых газов нашей экосистемой. Мадыр Сандан, Чайхан Дангак, Айдана Сынденма, Тува 24.